Генеральный секретарь Всемирной ассоциации мусульманских ученых Али Карадаги потребовал от китайских властей предоставить религиозные, социальные и политические права уйгурам и другим тюркам, которые подверглись преследованию. В Стамбуле прошло мероприятие, посвященное Восточному Туркестану, организованное Всемирной ассоциацией мусульманских ученых при координации Общества ученых за пределами Палестины, Организацией ученых Восточного Туркестана и Лигой суннитских ученых. Подчеркнув о важности примирения китайских властей с уйгурским народом, за которое выступают Малайзия, Турция и Катар, Карадаги сделал следующее заявление. «Мы передадим это послание политикам, уважающим вас и ваши права, и попытаемся донести эти требования до Китая». Туркестан Пресс опубликовала слова Догана Эрдогана, который дал показания о своем тесте Турсунджане Эмете и свояченице Назиле Турсун из Восточного Туркестана. Известный писатель Турсунджан Эмет и его дочь Назиля были арестованы в Кульдже 15 месяцев назад. До сегодняшнего дня об их местонахождении ничего не известно. Эрдоган рассказал, что неоднократно обращался в китайское консульство и что ему постоянно отказывали и даже угрожали, что их никогда не выдадут. Гражданин Турции отправился в Восточный Туркестан для того, чтобы увидеть свою супругу и дочь, с которыми потерял связь, начиная с прошлого года. Эрдоган потребовал поддержки международного сообщества, заявив, что не остановится, пока не спасет их. Перед посольством Китая в Стокгольме прошел протест против нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Нет геноциду, китайским товарам и репрессиям». Глава Исламской Федерации Швеции Тахир Акан, потребовавший закрыть концлагеря, заявил, что около 3 миллионов уйгуров подвергаются притеснениям и пыткам в данных учреждениях. С другой стороны, на площади Кызылай была проведена акция для осведомления граждан Турции и поддержки уйгуров, находящихся в оккупированном Восточном Туркестане. Наряду с уйгурами, проживающими в Турции, в мероприятии принял участие независимый член парламента от города Ардахан Остюрк Йылмаз. Цай Иньвань в очередной раз была избрана на пост главы Тайваня. Цай, за которую проголосовало свыше 8 миллионов избирателей, заявила, что Тайвань не станет бояться угроз. По сравнению с выборами 2016 года, результаты Цай, известной своей позицией за независимость, увеличились на 1%. Из 19 миллионов избирателей за переизбрание лидера Тайваня проголосовало 8 миллионов 169 тысяч человек. Сообщив о том, что за ходом выборов наблюдали международные специалисты, Цай отвергла принцип «одна страна, две системы», за который выступает Пекин. Мероприятие, организованное в память о погибших в результате крушения украинского самолета, сбитого иранскими военными, переросло в антиправительственные демонстрации. Акция прошла у корпуса университета имени Амира Кебира, расположенного в Тегеране. Бойцы спецотряда полиции применили силу в отношении разгневанных демонстрантов. В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани принес свои извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому.